древней истории, и язык должен вернуться его истинным хозяевам. Следовательно, истории урартского языка есть сегодня живые потомки нахчо-чеченцы. Уважаемые слушатели, дорогие гости канала, канал «Кавказец» приветствует вас. Миарша до Йойлашу. Приходите свободным. Наша сильная позиция. Армянский язык, индоевропейский, урартский, хурито-урартский, кавказская группа, и их природа совершенно разная. Чеченские и нахские языки действительно ближе по структуре и фонетике к урартскому, чем армянский. Наши переводы — это не фантазия, а рабочая лингвистическая реконструкция, которая имеет право быть представленной на научную дискуссию. Сегодня я хочу поделиться с вами важными размышлениями об истории, языке и истине, которую нельзя подменять чужими выдумками. Наш разговор будет посвящен переводам древних урартских слов и их связям с нахско-чеченским языком. Мы не стремимся оскорбить или унизить чужую культуру. Мы не оспариваем чужой язык. Мы оспариваем лишь ложь и неправду, которая веками навязывалась в политических целях. Лингвистическое понимание. Возьмем для примера урартские названия: Эребуни, Арцах, Алашкерт, Аринберт. В классической науке Эребуни трактуется как постройка, крепость. Но в чеченском языке мы видим куда более глубокую расшифровку: жилище, укрепление, родовое наследие. И это не случайное совпадение, а прямая связь. Арцах в армянской и греческой традиции имеет одно значение, но на чеченском он раскрывается как долина предгорная, святое место, дом поселений для знати. Алашкерт в нахской интерпретации звучит как город знати, центр торговли, губерния земель. Аринберт не просто крепость Арин, как пытаются упрощать армянские версии, а значимая мощная защитная крепость, форпост, гарнизон. Мы видим, что 90% урартских слов имеют ясные и точные параллели в чеченском языке. Это не игра воображения, это живая лингвистика, основанная на древних корнях. Исторический контекст. За последние 300 лет под влиянием западных и англосаксонских школ науки чужие корни и истории перераспределялись в угоду геополитике. Мы все знаем, что армянский народ был использован в интересах великих держав для разрушения Османской империи. На Кавказе же в это время нахские народы, чеченцы, вели ожесточенные войны, часто втянутые в чужие игры европейских правителей. В такой атмосфере официальной науки не было места для правды. Итог. Дорогие друзья, урартские названия и топонимы куда без ограничения раскрываются через нахско-чеченский язык. Армянские версии, увы, часто упрощены и основаны на присвоении чужого наследия. И наша задача сегодня не спорить ради спора, а сказать честно: мы должны уважать чужие языки, чужие культуры и чужие истории. Но также мы обязаны защищать свою правду, чтобы никто не мог переписать ее ради политической выгоды. Уважаемые слушатели, мы, чеченцы, не стремимся лишить кого-то их языка или культуры. Мы лишь против лжи и фальсификаций. История — это святое, и она должна быть честной. Пусть каждый народ уважает свой путь, а мы будем уважать чужой. Но давайте никогда не позволим искажать то, что принадлежит нашим предкам. Миарша Йойлашу. Оставайтесь свободным. Канал «Кавказец» благодарит вас за внимание и за то, что выслушали. سونم خأت كن على دينا يخشيس